Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть, какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Бором там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. То, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть, кто это смотрит, плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда.
Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию, и что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко. Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил вам в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение в этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, думающие люди, вы думайте наконец, почему это сделано. То есть за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, что вот эти выборы в Госдуму. Одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда у нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, вот эти капиталисты, сейчас левые, настолько это все смешно. Мне только остается, что я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Заблудшие, они есть заблудшие. Так что
давать какую-то энергию, положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно, я очень берегу свою энергию, очень. Голос души, Андрей, день добрый, у меня один вопрос, кто может победить свет? Как может победить свет, если люди разучились любить людей? Есть отзывчивый, добрый, но в общей массе каждый сам по себе и порой не хочет знать, кто живет за стеной. И теплая рука, вовремя поданный чай, если надо. У нас человек в беде один. Это все система. Все сделала система в многоквартирных домах. Люди не знают, кто живет по соседству. Щупальца этого спрута, вы понимаете, она во всех отраслях. Главная цель которого управление вашим сознанием. Независимо, что это религия, политический строй. Независимо. У вас есть потребности, и они найдут, как ими управлять. Все говорят, я об этом уже говорил, что там у человечества два страха. Голод и смерть. Я объединяю это в один: голод от смерти. Смерть от голода, вернее. Вот и все. Один страх. Им можно в разных вариациях управлять. Абсолютно. Можно создавать искусственные блага, прививать необходимость этих самых благ. И потом манипулировать. Вот и все. Как на это не вестись? Фильтр в голове. Любой информации, если нет фильтра, вам можно привить что угодно. Самым главным фильтром должна быть совесть, в том числе. Совесть и есть Бог. Елена Тарасова. А это один из занимательных троллей, который уже на протяжении 3 лет пытается быть остроумным, что ли. Ну, вот, кстати, Елена Тарасова, явный представитель того самого фарисейства. Ну, то есть я говорил уже о том, что я с каждым человеком говорю на их языке. Вот этот человек постоянно какие-то цитаты целые из Библии, там, псалмы копирует, пересылает, ну, то есть старается, да. Видимо, сам не понимаю, что там написано. Мне, еще раз повторяю, Библия, как такова, она, ну, неинтересна. Я с уважением отношусь к учению Христа, я почитаю Христа. Но я не христианин в том плане, в котором подает эта религия. Эта религия давно, она фарисейская. И вот это самое, я говорю, забавное, что ли, когда большевики, да, уничтожали эту самую религию, то есть эти будущие коммунисты, так скажем, христиане те там, ну, вопрошали за что, а христиане сами не помнят, как они свою религию насаждали, ну, не только в Руси, ну, меня больше всего беспокоит, конечно, наша страна в данный момент. Я говорил, что я эгоист, я об этом неоднократно говорил, что иду в первую очередь за себя, за свой род. А как говорится, долг платежом красен. То есть я говорю, закон возвращения энергии. Ну а теперь, да, кстати, там о пророчествах всякого рода. Там же сказано, что придет тот, кто объединит все религии. Ну вот вам, пожалуйста, объединились две религии. Коммунизм и вот христиане пытаются объединиться. Кто-то может поспорить, что коммунизм это не религия. То есть поклонение вяленому человеку, да, в столице страны, ну, то есть это нормально, да? Вот и весь ответ. В Сирии я не был, Елена Тарасова, ни проездом, ни по долгу службы. За кордоном что иметь, что имеешь в виду за кордоном? Только в бывших союзных республиках, и то очень давно. У меня огромное количество родственников в Прибалтике жило и живет, но связь была утрачена.
Людмила Петрова, хочу задать вопрос, какое отношение вы имеете к Андрею Волку. Ну, видимо, этот вопрос к хозяину канала Андрею Бойко. Канал «Шаг» ему принадлежит. Я к этому каналу, ну, имею отношение посредственное. То есть Андрей уже на протяжении 3 лет освещает путь шамана, поход шамана и всех, кто так или иначе связан с шаманом. Ну, Елена Тарасова в своем репертуаре. Андрюх, сколько у тебя классов образования? Вечерняя школа. Во-первых, ну, обращение, Андрюх, я как бы алкогольные там напитки с вами не распивал, косяки не забивал, на одной блатхате не тусил, на картах семки не лузгал. Мне это немного претит, когда незнакомые люди обращаются друг к другу в таком ключе. Таким людям я и, так скажем, мои помощники отвечали, ну, я уже говорю, я с каждым разговариваю на его языке. Эмоций вы там не увидите. Вы даете то, что нужно давать. И тролли стали, ну, неинтересны. Это одна из причин, по которой у меня возникает, ну, мысль там об удалении канала там, или еще что-то долгого, так скажем, непользования им, потому что все сказано, все давно сказано. Повторять, ну, повторение может кому-то мать учения, но мне это в тягость. Я еще раз говорю, пересмотрите все ролики на канале Виктора Егоров и на канале Объединения Равных, там все сказано. А еще все то, что говорил шаман. Не там какие-то последующие дрязги, он очень много мудрого сказал. Он говорил, я говорю уже об том обществе, о светлом обществе. Сергей Непень, стоит ли повторять чужие ошибки? Чужие ошибки вообще не стоит повторять. Тем, как бы сказать, умный человек и отличается от неумного, что он на чужих ошибках учится. Если вы имеете в виду чужой ошибкой путь шамана, это не ошибка. Оценку то, что сделал шаман, дадут только через 2-3 поколения. Полную оценку. Так уж у нас сложилось у людей. Путь шамана это не ошибка. Это единственный верный вариант в данной сложившейся ситуации, не именно в нашем государстве, а в мире. В мире. Авдеев Максим, собираюсь поехать в деревню, в родовое гнездо. Для меня это место силы. Какие молитвы нужно прочитать, какие слова сказать, чтобы попросить помощи для Саши, для Андрея, у наших предков для продвижения похода. Молитесь своими словами. Молитесь так, как вы считаете нужным. Главное в молитве, чтобы она шла от сердца, от души. Только не упоминайте Господа. Мы не рабы, мы дети Бога. Это одна из подмен. Да, высшими силами предопределено. То есть каждому отведена определенная миссия. Но человек вправе менять. Если он идет ошибочным путем, ну вот то, что там говорят в других религиях об реинкарнации, кто-то думает, что это перерождение, это какая-то награда. Нет, вы заблуждаетесь. Это наказание. Значит, вы предыдущий путь просто не прошли. Обо мне я здесь, в этом месте, крайний раз. Артемида, здравия, Андрей, какое у тебя настроение? Настроение отличное, бодрое. Уныния нет, есть печаль. С печалью я гляжу на наше поколение. Печаль бывает светлая. Я как бы никогда особо не распылялся там в эмоциях на протяжении своей жизни. Просто когда открываешься людям, и в основном этим пользуются гадкие люди, заблудшие или сами в чем-то не состоявшиеся. И вот что с Сашей нашим произошло по большому счету. Он настолько открыт, просто люди судят, да, по роликам в Ютубе,
кто не общался вблизи с человеком, я вообще считаю, что как можно судить о чем-то, да, не являясь участником того или иного события, либо о человеке, где ну кто-то что-то как-то часто это передергивает, вытаскивает из контекста. Это мое мнение.